Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 18 января. Это вторник. Но перед тем, как я начну делать, я хотела вас поблагодарить еще раз за теплые слова. Да, то есть я вчера выпустила первую карту дня после отпуска. Мне очень много комментариев вы написали, да, о том, что вы рады снова видеть, снова слышать меня. Я тоже, это все взаимно. Я тоже очень скучала эту неделю и тоже очень рада снова писать для вас видео. Мне тоже всегда хочется, чтобы всегда были только позитивные, положительные прогнозы, да, и события дня. Ну, вы знаете, да, не всегда так получается, поэтому уж как выходит, так я вам честно всегда все и говорю. Поэтому прошу на меня не обижаться, да, когда прогнозы, не самые, скажем так, приятные, радужные. Ну что, будем с вами смотреть. Начинаем, как всегда, по традиции с овнов. Овны у нас всегда первые идут. И мы с вами сейчас будем смотреть, что ждет овнов 18 января. Во вторник, события дня. Так, покажите мне, овны, события дня, вторник. Что будет у овнов происходить? Так, овны, смотрим. 18 января. Первое, вижу сразу месть. Может быть конфликт какой-то в этот день. Получение справки, документа, бумаги какой-то, посылки иногда проигрывается. Что-то будете получать. Свечи показывают оптимизм. Да, то есть это когда есть надежда на то, что все хорошо закончится и все будет хорошо. Но я думаю, это связано, может быть, с конфликтом. Дорога еще может быть. И у меня карты падали. Тоже всегда показывает какое-то перемещение, поездку, когда карты летят. Так что тут событие подтвердило, что может быть действительно какая-то поездка. Тайное свидание нельзя. Колокольчик. Колокольчик — это пустые разговоры. Да, когда мы долго с кем-то можем общаться, что-то обсуждать, рассказывать. Исполнение желания. Так, и проверяем периметр для вас. Строго по вертикали, строго по горизонтали всегда я смотрю. Так, подкова нельзя. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Ну, я не увидела для вас по периметру. Получается, смотрите, единственный минус, да, у вас вот из всех событий, это первое событие — месть, какой-то конфликт, либо уже, да, был конфликт ранее, и будет возможность как-то человеку сделать неприятно, отомстить. Ну, это единственный минус. А так у вас получается получение какого-то документа, посылки, новости. У вас оптимизм, поездка, исполнение желаний, пустые разговоры, да, ну, это, скорее всего, в дороге, да, вы будете с кем-то общаться, может быть. Так что день очень даже замечательный, за исключением, конечно, вот этого первого конфликта. Если вы его избежите, тогда все события выпадают хорошие. Благодарю вас, овны, за внимание. Переходим к тельцам. Сейчас посмотрим, что будет у тельцов. Так, меняем значок и смотрим. Тельцы. 18 января, вторник, события дня. Покажите мне, пожалуйста. Тельцы, 18 января. Так, начинаем. Тельцы.
Смотрим, что у вас интересненького будет в этот день. Можете проверять вместе со мной. Если что-то я пропускаю, а вы видите, значит, у вас это может, будет проигрываться. Потому что вы лично это увидели. Так, смотрите, первое, что вижу, это свидание. Может быть, у вас в этот день слезы нельзя. Ножницы. Решится какое-то дело у вас. Да, это когда вот отрезали и забыли. Да, вот поставили точку и больше не вспоминаете об этом деле. Угу. Еще вижу тайну. Замочек показывает, что, возможно, откроется какая-то информация интересная. Или, может быть, что-то закрыто. Подарок. События в месяце. То есть это что-то, что происходит с вами каждый месяц в этих числах приблизительно. Ну, плюс-минус один день. Так, проверяем горизонтали. Сначала я проверяю строго. Не вижу совпадений. И вертикали проверяем тоже строго. Нет, нет, нет. Нет совпадений, не вижу я по периметру. Получается, у вас выпадает свидание. Причем это не обязательно только, да, у молодых. Даже люди, которые находятся в паре, да, в браке уже давно, вы тоже можете вполне себе устроить свидание. Потом решается какое-то дело, подарок, получение события в месяце и замок. Либо открывается тайный секрет какой-то, или еще как вариант, если вы планируете куда-то ехать в этот день, лучше заранее позвонить, уточнить, ждут ли вас там, открыто ли там, да, потому что вот замок иногда проигрывается как закрытое, да, какое-то учреждение, или там, если вы планировали куда-то ехать, может быть закрыто. Так что лучше позвоните, уточните. Благодарю вас за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы, смотрим. События для вас. 18 января. Вторник. События дня для близнецов. Покажите мне. Угу. Смотрите, прекрасно. Первое событие – ключик. Ключ всегда говорит о том, что все в ваших руках в этот день. Все, что вы не задумаете, все будет получаться. Гости. Еще расческа. Расческа – это не, извиняюсь, неприятность. Причем в этой колоде тут непонятно, да, то есть это неприятность из-за вас происходит или по каким-то внешним причинам. Поэтому на всякий случай, да, будьте максимально осторожны. Возможно, удастся избежать неприятности. Да, видите, есть еще подтверждение, сильные переживания, колодец. То есть происходит эта неприятность, которая вызывает сильные переживания. Все-таки, да, вот не удастся, видимо, вам ее избежать. Ну, есть свечи, да, свечи всегда показывают надежду, оптимизм, то есть когда вы понимаете, что совсем можно разобраться, совсем можно, да, как бы справиться, и все будет хорошо. Это хорошо, что свечи выпали.
Значит, не все будет так плохо. Угу. Успех есть еще. Успех — это достижение, это результат. Разрешение, опять же, да, вот этой ситуации. Так, еще вижу обман. Может быть, неприятность будет как-то связана с обманом. Понимаете, может так еще проиграться. Застолье. Застолье, гости. Так, смотрим периметр. Строго по горизонтали сначала я проверяю. Нет совпадений. И строго по вертикали. Нет. Нет. События в доме нельзя, потому что карточка зафиксирована. Здесь нет и здесь нет. Смотрите, что выходит. У вас событий много очень получается. Первое, что у нас было, ключ, да, самое главное, первое событие, самое главное. То есть это о том, что все двери перед вами открыты. В принципе, что бы ни произошло, даже если это будет что-то плохое, знайте, что вы точно с этим справитесь. Да, вот будьте уверены в этом на 100%. Затем идет гости, застолье, неприятность какая-то, сильные переживания, обман. Вот это может как одно событие все проиграться. Но при этом, да, есть оптимизм и есть успех, да, то есть есть результат. То есть однозначно вы с этим справитесь, потому что у вас есть ключ, понимаете? Так что, близнецы, что бы ни произошло, точно не переживайте. Вам все под силу в этот день. Благодарю вас за внимание. Перехожу к ракам. Будем смотреть сейчас события для раков. января, вторник. События дня для раков. Покажите мне. События дня для раков. Так, смотрим, раки. Что у вас будет в этот день? Смотрите, сразу первое событие. Прекрасно. Подкова. Подкова — это всегда удача и везение. Череп. Череп — это болезнь, то есть, ну, может быть, какое-то, да, не очень хорошее самочувствие, или еще как вариант посещения медучреждения в этот день, показывает череп. И проверяем периметр. Строго горизонтали сначала, потом вертикали. Здесь нет. Здесь нет. Да, вот есть рыба. Рыба — это скользкое дело. Так, и здесь нет совпадений. Теперь вертикали проверяем. Нет совпадений. Нет. Нет. Нет совпадений, нет. Нет. Значит, у вас 3 события. Первое — это удача, везение. Второе была болезнь, да, то есть это плохое самочувствие или тема
посещение медучреждения и скользкое дело. Я думаю, благодаря удаче и везению вы сможете не попасться на эту удочку, потому что рыба – это всегда какое-то заманчивое предложение, да, на которое, ну, вот, которое хочется принять. Но там есть подводные какие-то камни, там есть обман в этом предложении. И, возможно, сразу вы его как бы не увидите. Но благодаря, вот, я думаю, удаче и везению, да, и тому, что вы уже предупреждены, возможно, вы перепроверите, переспросите, уточните, узнаете детали и вычислите, да, что это вот неправда. Так что смотрите, однозначно в этот день будьте осторожны с предложениями, да, то есть какие-то вот, знаете, очень заманчивые. Купи одно, получи второе в подарок, да, вот и все тому подобное. На работе, может быть, какие-то предложения интересные. Но однозначно все надо будет перепроверять, потому что там есть какой-то подвох. Вот такие события у вас, раки. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Меняем знак и смотрим. Львы. 18 января. Львы. 18 января. Вторник. События дня. Покажите мне. Угу. Кораблик, первое, что вижу у вас, левушки, кораблик — это ожидание, да, состояние такого бездействия, ожидания. При этом еще у вас есть удача, да, подкова, вам везет. Удачно складываются обстоятельства для вас. Угу. Тайное свидание, может быть, вы даже ожидаете. Дорога, либо ожидание с дорогой иногда проигрывается, как, например, в зале ожидания, да, например, ждете поезда, самолета, автобуса на автостанции. Интимная связь. Победа, флаг, какой-то результат, достижения. Так, и смотрим периметр. Сначала строго по горизонтали. Нет, и строго по вертикали. Нет совпадений, нет. Нет. Нет, нет, не вижу по периметру. Значит, что получается у вас? Первое состояние ожидания, удача, везение, поездка, свидание, интимная связь и какая-то победа, да, то есть какой-то результат. Вот такие замечательные события выпадают у вас на вторник. Да, вот прям одно лучше другого. Замечательный день, львы. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Так, меняем знак и смотрим события для дев. Девы, 18 января, вторник,
События дня покажите мне, пожалуйста. Так, смотрим, Дева. Вторник. Что вас ждет? Приглашение. Вас могут куда-то пригласить, позвать в этот день. Корона. Встреча с каким-то влиятельным, важным человеком. Да, то есть человек находится при должности, у него какая-то положение, да, в обществе, в социуме. Победа. Например, если у вас какое-то соревнование, да, это судья, да, и вы принимаете участие, то это может быть вот рефери, судья какой-то. Либо, например, это суд идет, да, судья и победа за вами. Застолье, видите, будете отмечать победу свою. Победу, достижение, результат. Может быть, это какой-то, допустим, чиновник, да, и вы решаете свои вопросы, у вас все получается, победа, и отмечаете. Так что тут может быть много вариантов. Но я думаю, каждый поймет, о ком тут идет речь. Череп показывает медучреждение, посещение или плохое самочувствие. Тут два варианта. Это, кстати, может быть врач. Нерешенное дело. Новость нельзя. Так, и смотрим периметр. Горизонтали нет. Смотрите, есть свечи. А свечи – это надежда, оптимизм, да, то есть когда мы очень положительно настроены, да, когда мы точно знаем, что все будет хорошо. Здесь нет. Смотрим вертикали. Нет совпадений, нет. 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 И нет совпадений. Но я не вижу по периметру больше. Получается, у вас приглашение, у вас встреча с каким-то важным человеком, влиятельным, у вас победа, нерешенное дело. Возможно, вот есть какое-то дело, давно тянется, да, ну никак не получалось его решить, закончить, доделать. И, возможно, как раз этот день, 18 января, вы запомните тем, что это дело, да, вы наконец-то поставите точку в этом вопросе. И застолье будете, может быть, даже отмечать. Затем оптимизм, да, опять же, почему? Потому что, да, вот вы понимаете, что точно все хорошо закончится в этот день. Ну и болезнь показывает, да, не очень хорошее самочувствие, может быть усталость, иногда еще череп усталость показывает, да, то есть очень насыщенные события, и просто к вечеру чувствуете себя выжатым, да, таким вымотанным, может так еще быть. Ну, либо посещение медучреждения как вариант. Общение с людьми, связанными с медициной, тоже иногда проигрывается. Так что вот такие события делаем. Благодарю за внимание. А дальше перехожу к следующим 6 знакам зодиака. Они будут во второй части. Так что если вам нужны знаки от весов до рыбок, вы можете найти их во второй части. Ссылочка на нее будет под этим видео в описании. Жду вас во второй части.